Мы все время, когда приезжаем на природу, мы все время убираем, сперва убираем, потом садимся, после себя тоже обязательно убираем. В прошлом году мы приехали, рядом сидели там какие-то молодые люди, они оставили за собой и бутылки, и вот эти пластиковые тарелочки, и вилочки, и разные целлофаны какие-то там. Мы уже несколько раз сказали молодым вот таким людям, и вообще даже нашего возраста сказали. Такой хай, такой крик подняли, что это просто даже слушать было невозможно. Обвинили нас во всем. Не, лучше на скамейку мусор давай. Да, много раз. Ну, как на природе. У нас рядом с домом можно туда пройти. И там, скажем так, лес такой, там постоянно мусор. Они все выкидывают туда. Ну, можно же просто там бак найти, куда можно это выкинуть. Я состою в клубе «Аполлон», и мы часто ходим в походы и собираем мусор за людьми, которые бросают, собственно говоря, вот так вот, грубо говоря, на природу. Вот эти вот пластик, конфеты, вернее, фантики от конфет. Вот мы все это почищаем, потом с большими БМВ-пакетами уже приходим сюда в Цхинвал и потом выкидываем это все в мусор. Вот. Бывает часто такая проблема, что мы уходим, допустим, на природу, грубо говоря, покушать шашлыки, просто посидеть с семьей. И бывает так, что нету места, где бы просто человек взял и сел. То есть там везде бывает мусор. Да, иногда приходится, чтобы посидеть в комфорте. Зeng обычно прямо кандar выдикал на юдунов сайт дома, бутлота пицца. Бывает такое, что убираем, но когда есть настроение. Если это раздражает, бесит, злит, то нет. Если есть настроение, то бывает. Да, неоднократно. К сожалению, это очень печально, потому что у нас настолько прекрасная и богатая природа, что становится очень грустно, когда ты приезжаешь куда-нибудь посидеть, отдохнуть морально, физически и видишь там мусор. Я всегда и за собой убираю, и когда мусор бывает за каким-то, это же несложно, поэтому мы всегда убираем.